Волонтерское движение широко распространено во многих странах. Это социальный феномен, выраженный в естественной потребности помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объединить свои усилия с ними в создании условий для их полноправного и эффективного участия в жизни общества. Само понятие волонтерства означает «доброволец». В Америке волонтерство как социальное движение широко развито. Его идеи прививаются еще в семье и с раннего детства. Большую роль в выборе социальных проектов и воспитании у молодежи духа волонтерства играет школа. Волонтерство является важной частью жизни нашей школы. Преподаватели стараются помочь с определением социальных проектов для школьников. Одно из направлений — это дома престарелых, куда наши школьники ходят и читают книги для стариков. Они не только читают, но и становятся их друзьями. Мы стараемся культивировать в них дух волонтерства. Они должны быть готовы к помощи всегда и везде. Мы помогаем снег убирать, помогаем колесо поднять и прочее, что может понадобиться. 14-летний школьник Кувал Пател с идеей волонтерства знаком с детства. Один из проектов в школе задумал зимой, решил очистить лыжную площадку при школе. На реализацию задуманного у него ушло несколько месяцев. Друзья идею восприняли с воодушевлением. Главное, что они понимают, вместе можно изменить мир вокруг себя к лучшему. Добровольцев собралось 40 человек, обратились за помощью к школе. Нам дали инструменты, лопаты и пилы. Все остальное мы сделали на месте. Очистили площадку, спилили несколько деревьев, обозначили территорию лыжной базы. Теперь зимой здесь можно кататься с удовольствием. В нашу школу своего рода заявки на социальные проекты поступают от местных властей. Они получают запросы на помощь от местных жителей. Мы уже в школе определяем, кто из учеников может выполнять ту или иную работу. Например, если школьник хочет быть в будущем доктором, мы находим проект, который реализуется в госпитале. Я думаю, что волонтерство влияет позитивно на учеников. Если они выполняют физическую работу, они становятся здоровее. Я уверен, что когда они поступят в колледж, им будет легче. У них есть опыт общения и коммуникативные навыки. So they've learned quite a bit about the world. В нашей школе мы получаем стипендию, и у нас есть определенные часы по волонтерству, которые нужно отрабатывать. 70 часов каждый семестр. Мне нравится помогать людям, животным, нравится работать в больнице. Оказывая помощь другим, я сама получаю удовольствие. And I hope to help with the patients and give them help in their life that they need. I'm in 10th grade. Я работаю волонтером в местной церкви, также в летних лагерях. Еще помогаю ученикам в младших классах. Нас поддерживают родители, преподаватели, которые помогают с нахождением идей. Я сама тоже ищу идеи и людей, которые просят о помощи. Пожарная служба небольшого сельского района в Баффало. Все работники этой службы – волонтеры, или, другими словами, добровольцы. Днем они работают на основной своей работе, преподают в школе, работают продавцами в магазинах, официантами в кафе. Кто-то учится в колледже, кто-то уже на пенсии. Но когда что-то в их районе случается, пожарные собираются вместе. В нашей службе 32 человека. Мы отбираем людей, исходя из их физической формы. Они прежде всего должны быть здоровыми людьми. И мы их, конечно, обучаем, когда они приходят к нам. Как реагировать на ту или иную ситуацию. Помогаем достать кошку с дерева или оказываем первую помощь при авариях. Middleback.
Пожарная служба действует на деньги местного сообщества, местных властей и на частные пожертвования. Эти средства идут в основном на содержание техники в хорошем состоянии. Сами же пожарные выполняют свою работу бесплатно. Молодым в этой общественной работе нравится высокая миссия службы – спасателям быть почетно. Я хочу поблагодарить свое сообщество за то, что оно мне дало. И это я могу сделать, будучи пожарным. Я люблю помогать людям. Однажды пожарные тушили мой дом, и это мне очень запомнилось. Я тоже хочу помогать людям, спасать их жизни. Центр защиты дикой природы. Эта общественная организация содержит раненых диких животных, которых сюда привозят со всей округи. Эту выдру здесь любовно зовут Мису. Она здесь уже 15 лет. Мису однолапая. Чтобы освободиться из капкана, она отгрызла себе лапу. Местная любимица радует и взрослых, и детей, с любовью принимая заботу от человека. Мы работаем уже 25 лет. В нашем центре на постоянном содержании находится около 100 животных. Каждую весну сюда поступают 500 животных. Мы их лечим, потом выпускаем обратно. Орлы, гуси, кролики, дикие животные. Волонтеры у нас получают возможность работать с животными. Они помогают нам сезонно, летом и зимой, когда к нам поступает много животных, которым нужна помощь. Многих добровольцев Центра охраны дикой природы тянет любовь к животным. Здесь они могут покормить лошадей, ухаживать за птицами. Здесь многие учатся бережно относиться к природе. Нередко организаторы центра устраивают выездные показы, на которых знакомят местных жителей не только со своей работой, но и с миром дикой природы. Вовлечение в общественные проекты молодежи дает им большой стимул для внутреннего роста. В первую очередь в такой позиции молодого специалиста заинтересованы работодатели, поскольку такие ребята имеют свежие идеи, смелые решения и активную гражданскую позицию. Кроме того, эти качества являются основанием для привития управленческих умений. Поэтому во всех университетах и колледжах США есть специальные отделы, предлагающие разнообразные лидерские и волонтерские программы. Будущий лидер должен гармонично сочетать в себе умение управлять и умение подчиняться, чутко реагировать на чужую боль, а этому тоже надо учиться. Идея нашей организации – объединить людей, которые каждый день делают что-то, чтобы изменить жизнь к лучшему. Мы работаем с детьми с 5 и до 25 лет. Мы верим, что это очень важное дело. Во-первых, потому что на Земле молодых людей много. Можно сказать, что для нас это большой подарок. Вторая причина – у них есть возможность сделать уникальный вклад в их общество. Мы знаем то, что у молодых людей есть энергия, идеализм, креативность, преданность. И это те самые большие подарки, которые они могут подарить другим людям, чтобы изменить мир. Молодые больше рискуют, пытаясь воплотить новые идеи в жизнь, чем это делают люди постарше. И еще одна важная вещь. Если ребенок вовлечен с самого детства в общественное важное дело, значит, он будет делать это всю жизнь. Наша организация «Волонтеры Америки» работает в стране более 100 лет. Мы помогаем 2 миллионам людям по всей стране. У нас разные программы. Например, мы делаем жилье, даем еду, даем возможность людям получать определенную работу и образование. Служба информационной поддержки в аэропорту. Здесь тоже работают волонтеры. Самому молодому из них 15 лет, самому старшему 93 года. Многие приходят сюда работать уже после выхода на пенсию. Быть социально активными в уважительном возрасте для американцев – большая награда. Основная мотивация для наших волонтеров – это любовь к самолетам.
к общению. Они приходят сюда и помогают людям. Мы помогаем найти рейс, выход на посадку или родственников, если они заблудились. Мы награждаем самых старательных добровольцев. Выдаем сертификаты тем, кто проработал в нашей организации бесплатно 5, 10 и 25 лет. Я всю жизнь работала медсестрой. Мне очень нравится помогать людям. И когда я ушла на пенсию, я нашла место, где можно это продолжать делать. И еще я люблю путешествовать. Я знаю, что путешественникам нужна помощь, и потому я здесь. В среднем волонтеры проводят на своей общественной работе 1 день в неделю и по 2 или 3 часа. Некоторые приходят и чаще. Мы вместе здесь работаем давно. Я 15 лет, 10 лет назад муж присоединился. Мы добровольцы, помогаем всем путешественникам с билетами, рейсами, находим отели. И нам это очень нравится. Это очень благородное дело. – 84-летний Роланд Ленкер работает волонтером при Белом доме в Вашингтоне. Всю свою жизнь он проработал учителем истории. Любовь к стране, уважение к ее истории и желание быть полезным даже на пенсии привели бывшего учителя в это значимое для каждого американца место. Когда я вышел на пенсию, я понял, что жизнь продолжается. И не обязательно проводить его так около телевизора. Я думаю, что дети, когда изучают историю по книгам, имеют одно представление. А когда приходят в такие исторические места, получают другие ощущения. Я хотел стать проводником между книгой и теми местами, где происходила история. Тут собирается много детей с разных стран. Мне очень интересно знать, что они думают. Мы благодарны нашим волонтерам. Мы их набираем разными путями. Через свой сайт, социальные сети, ходим по школам. Мы также поощряем своих волонтеров, даем им сертификаты, сувенирную продукцию с надписями их имен и заслуг перед сообществом. Thank you, you make a difference. Oh, I have to deliver one. Okay, so 2 people are going with me? So I'll let you introduce me from. Meals on Wheels. Got your lunch for you. Hi. Oh, thank you It's very hot. much. Be careful. Oh. Thank you. Everything okay now? Yes. Питание на колесах. Социальная служба возникла в прошлом столетии в Великобритании, когда многие люди потеряли свои дома и возможность самостоятельно готовить еду. Сегодня такие службы доставки еды пожилым людям работают во многих странах. Наша категория людей, кому мы разносим еду, это люди пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями. В основном такие центры поддерживаются федеральным правительством. И, конечно, наша служба была бы невозможна без помощи волонтеров. Это по большей части люди, которые на пенсии. Но бывает, что приходят и молодые. Для нас очень важно, чтобы наши граждане не чувствовали себя обделенными из-за возраста. Тем более, что мы даем пищу не только для тела, но и для души. Еду добровольцы социальной службы развозят 5 раз в неделю. На выходные оставляют замороженную еду, которую потом можно разогреть. В день могут накормить более 200 человек. Многим еду развозят. Те, кто могут передвигаться, приходят в центр сами. Еще одна примечательная деталь. При приготовлении пищи учитываются все потребности адресантов, их вегетарианские предпочтения, религиозные взгляды и предпочтения диабетиков. Каждый, кто приходит волонтером в социальную службу, получает ответы на свои вопросы и запросы.
Моя задача заключается в сортировке еды, перед тем, как водители приедут и развезут ее по домам. Мне нравится быть волонтером. Я работаю здесь 3 года. Я общаюсь и с теми, кто приходит в этот центр. И больше всего мне нравится, что мне говорят спасибо. Это так трогательно. Я понимаю, что все, что я делаю, не зря. Известный в Америке дом, построенный легендарным архитектором Франклином Райтом. Спроектированный и построенный в начале 20 века так называемый «Дом прерий» создан в рамках концепции органической архитектуры. Этот принцип строится на целостности и единении с природой. Для таких домов характерен открытый план, преобладающий в композиции горизонтали, далеко вынесены за пределы дома скаты крыш, террасы, отделка необработанными природными материалами, а также ритмичное членение фасада каркасами, прообразом которых служили японские храмы. Сегодня этот дом, который уже стал историей, является музеем и образовательным центром. Хотя еще 20 лет назад зданию грозило уничтожение. Тогда местные жители, добровольцы, решили спасти дом и сохранить его для потомков. Why was the Martin House saved? Frank Lloyd Wright is known all around the world. Мы хотели сохранить здание в первозданном виде. Здесь все сделано из кирпича и стекол. Мы пытаемся сохранить дом для будущих поколений. Здесь у нас работают более 400 волонтеров. В основном это местные жители. Мы рассказываем посетителям об истории нашего города, страны. Сегодня наш дом-музей – это образовательный центр для тех, кто учится архитектуре. К тому же дом стал и туристическим центром, который может привлечь деньги в местный бюджет. Местные жители очень гордятся своей историей, своим домом-музеем, в котором работать бесплатно, считая честью для себя. А ведь все начиналось с небольшой команды энтузиастов и идеи сохранить дом для будущего. Дальше оставалось зажечь сердца людей своей уникальной идеей. Это принцип работы всех волонтерских проектов. Когда мы определились со структурой волонтерства, мы все расписали на бумаге, закрепили за каждым обязанности. Затем стали ходить по городу и рассказывать всем о нашей идее, о том месте и возможности работать там и применять свои силы. Набирали учителей, историков, всех тем, кому близка идея создания дома-музея. При подборе волонтеров мы опирались на их знания, привлекали лучших. Этот дом-музей – еще один яркий пример работы волонтеров, еще одна идея, которая помогает изменить мир вокруг себя к лучшему. Общественный театр в городе Нейплс – еще один волонтерский проект в Америке, с которым нам посчастливилось познакомиться. Крупнейший в стране общественный театр построен частично на федеральные деньги, другая часть вложений – донорских организаций. Общественный театр в Америке существует больше 60 лет. Все начиналось с домашних постановок, школьных сценок, потом вылилось вот в такие формы показа. Этому театру 15 лет. Оборудованный по последнему слову техники театр вмещает до 400 зрителей в большом зале и чуть меньше в малом зале. В театре работает более 500 волонтеров. Билетеры, актеры, декораторы, гримеры, звуковики и осветители. Все, кто любит театр и приходит работать сюда бесплатно после работы. Репертуар театра разнообразный. Мы ставим до 10 постановок в год. На сцене показываем как взрослые, так и детские постановки. Желающие играть в театре проходят наши кастинги, потом мы устраиваем для них тренинги. Обучение у нас платное, но выступают они бесплатно. Вход в общественный театр платный. Репетиции здесь проходят постоянно. Каждый месяц новая премьера. Посетители – местные жители. Каждый показ сами актеры воспринимают как праздник, возможность прожить на сцене десятки ролей из жизни.
Театром я увлечена с детства. Работаю здесь волонтером. Также преподаю в театре актерское мастерство. Здесь работает и мой муж. Мы всегда мечтали работать в театре. Здесь выкладываешься на все 100%, потому что это удивительный мир искусства. Мне здесь очень нравится. Волонтерский проект в Америке разнообразный. Это и занятия с детьми в школах, сбор продуктов для голодающих, изготовление игрушек и поделок для детского госпиталя, посадка деревьев и цветов на территории города, уход за животными, работа в приютах для бездомных, в домах для престарелых, помощь различным медицинским и общественным организациям. Основная цель таких проектов – помочь молодым и не только, понять важность служения обществу, развить у них чувство гражданской ответственности и естественной потребности помогать другим.